Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатульна. Вот о чем сегодня расскажем. Счета за отопление снова бьют по карману. Вроде платите и платите, радуйтесь, что у вас хотя бы так, что вы не больше платите. Вот так говорят. Кто считает, сколько нужно платить за отопление и почему так сложно разобраться в этой формуле, расскажет Алия Хайрудинова. Шаги к нулевой смертности на дорогах и снижение количества ДТП. Уверен, те решения, которые будут сегодня приняты, позволят нам сократить как количество погибших, так и пострадавших дорожно-транспортных происшествий. Сегодня в Казани открылся международный форум «Дорога-2022». О чем говорили, знает Рамиль Галиулян. Никто не забыт. Было видно, что эти солдаты никого никогда не предавали. В Казани презентовали книгу памяти Второй ударной армии об их подвигах, которые стали известны только спустя десятилетия. Рамиль Шайдулян. Сегодня все внимание приковано к Москве. Здесь открылась Российская энергетическая неделя. Это ведущая экспертная площадка, где встречаются крупнейшие энергетические компании России и мира. Сегодня на пленарном заседании выступил президент Владимир Путин. Тема – новые вызовы, новые возможности. Что ждет мировой нефтегазовый рынок? Делегация Татарстана традиционно участвует в международном форуме. Рустам Минниханов сегодня провел ряд ключевых встреч и участвовал в подписании стратегических соглашений, в том числе с компанией «Газпром». Хроника дня в нашем репортаже из федеральной столицы. Российская энергетическая неделя проходит в Москве в период золотой осени уже в 5-й раз. Юбилейная. В этом году она собрала около 3000 участников. За международный блок отвечает министр из 16 государств. Очень большой акцент на взаимодействие России и российских регионов с Африкой. Для всех профильных компаний РЭН – это годовое событие номер 1. Все, как принято говорить, генералы отрасли в дни работы энергонедели здесь. Очень рад вас видеть. Всегда вас наблюдаю, вы молодец. Татарстан традиционно принимает активное участие в работе энергофорума и традиционно же подписывает на площадке важные профильные соглашения. Первое сегодня между корпорацией «Росатом» и Казанским энергоуниверситетом. Будут сообща заниматься обучением молодых. Стенды предприятий, представленных на энергонеделе, впечатляют. Один из основных – компания «Газпром». И сегодня Рустам Минниханов и Алексей Миллер подписали соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива. Соглашение между правительством Республики Татарстан и публичным акционерным обществом. А еще в рамках достигнутых договоренностей «Газпром» проведет газификацию 9 сел и деревень в Агрызском, Знакаевском, Альметьевском, Отнинском, Верхнеуслонском и Зеленодольском районах. У нас модернизация нашей энергосистемы – раз, газификация – 2, увеличение потребления газа – 3, газомоторное топливо – 4 и много-много других проектов. Вот только что подписали с «Газпромом» в части газомоторного топлива, в части газификации по поручению президента Владимира Путина. Сегодняшний день энергофорума считается основным, так как именно в этот день проходит масштабное пленарное заседание. Судьба энергетики, новые цели и проекты. Обо всем этом участникам форума рассказал Владимир Путин. Набирает ход программа социальной газификации. Вместе с тем, для многих граждан стоимость газового оборудования и работ внутри участка – это серьезное бремя. Я прошу региональные власти обеспечить предоставление субсидий нуждающимся гражданам на покупку газового оборудования и проведение соответствующих работ внутри участков. Размер такой субсидии должен составить не менее 100 тысяч рублей на одно подключение. Еще одно новое решение. Мы уже договорились включить в программу социальной газификации школы, подвести к ним сети. Считаю правильным, если в ближайшее время правительство вместе с «Газпромом» примет аналогичные решения в отношении медицинских организаций. Сразу по завершении пленарного заседания Рустам Минниханов дал интервью федеральным СМИ. Мы уже решение приняли, и определенная категория нашего населения получает эту поддержку. У нас 99,5, и мы участвуем в программе. Вот уже 13 тысяч домохозяйств мы газифицировали, и дальше у нас планы есть. Поэтому это очень социально нужное движение, тем более президент сказал, что медицинские учреждения, там, школьные вопросы, они у нас тоже решены. Мы в этом вопросе немножко пораньше начали, но
В программе мы участвуем. Это очень нужная, хорошая программа. Завершилась работа на форуме татарстанской делегации встречи с министром энергетики Николаем Шульгиным. Дина Газалиева, Дмитрий Шилов, Александр Ярошов, Матвей Шинкаренко, ТНВ, Москва. И сегодня Рустам Минниханов в Москве провел заседание Совета директоров компании «Туполев». Члены Совета обсуждали вопросы текущей деятельности предприятия, а также рассмотрели план предстоящих работ. Напомним, Рустам Минниханов возглавил Совет директоров «Туполев» в сентябре прошлого года. Компания входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Год назад жители ЖК Царева заселились в умный дом. Его главное преимущество, как уверял застройщик, низкая плата за тепло, ведь получать его будут напрямую от солнца, а не из газовой котельной. Однако на деле пока система себя не оправдала, говорят жители. Они платят за тепло больше, чем те, в чьих домах центральное отопление. Кусаются счета за тепло и в Казани. За несколько дней сентября начислили как за целый месяц, говорят жители. Алия Хайрудинова разбиралась, почему так произошло. В нашем доме индивидуальное отопление. Вот в сентябре я использовал батареи всего лишь 4 дня. Они были включены где-то наполовину мощности, но мне пришлось за это заплатить 300 рублей. По сути, в эту стоимость входит подогрев, который производится электричеством. Юрий Зарянов в умном доме ЖК Царева живет год. Мужчина рассказывает, при покупке квартиры застройщик обещал низкую плату за тепло. Дело в том, что системы отопления этого дома работают не от газовой котельной. В ее основе геотермальный насос, который забирает тепло из земли и отдает в систему отопления. Так и греется вода. Еще на крыше дома установлены 2 вида панелей. Одни вырабатывают солнечную энергию, вторые – солнечные коллекторы. Они забирают тепло солнца и тоже греют воду. Дело в том, что насосы не могут до нормы нагреть эту воду, и управляющая компания ее доводит электрическими котлами до нормы. Догревает, по сути, электричеством, а это очень дорого. В соответствии с этим и получается, видимо, и тариф такой большой. За 1 гигакалорию хозяева квартир по счетам должны оплатить больше 2000 рублей. Жители говорят, в домах с центральным отоплением норматив 1800 рублей. Вот, по сути, вода еле теплая. Чтобы помыть ребенка и самой искупаться, но это проблематично в такой воде. И, понятно, управляющей компании для того, чтобы было комфортно людям пользоваться этой водой, приходится воду догревать электричеством. Недовольны счетами жители всех 48 квартир умного дома. Решение видят одно – отказаться от системы солнечной энергии и подключиться к центральной котельной. Мы очень просили управляющую компанию перевести нас, подключить нас к местной котельной, отказаться от этих альтернативных источников тепла. Причем мы обращались по данному вопросу по поводу того, что вода еле теплая, и то, что она с ржавчиной, это тоже это попадание антифриза, как нам объяснили, в горячую воду. То есть это не благоприятно для здоровья. У нас здесь у всех дети практически. То есть это такой серьезный вопрос для нас. Какой выход из ситуации предлагает застройщик? Мы обратились в компанию «Унистрой». На сегодняшний день устанавливаются фильтрующие элементы. Также идет перенастройка тепловых насосов для увеличения КПД, для подогрева до должного уровня, для должной температуры. Часть элементов будет заменена, будет все подогреваться за счет геотермального поля этих тепловых насосов, а также солнечных коллекторов, которые установлены на кровле. Электричество будет использоваться, но только для работоспособности этих насосов. Квитанции за тепло пришли казанцам. Больше всего их возмутило то, что приходится платить за отопление, которое подключили лишь в конце сентября, а суммы выставили как за полный месяц. Вот только что пришла квартплата на госуслуги. Вот цена даже больше, чем в том году. 2464 рубля 74 копейки. А тепло у вас сколько было? 3 дня. 28, 29, 30. Заплатят жители 9-го дома по Можайского как за целый месяц. И так всегда, говорит Аида Нуриева. Дело в том, что в доме нет общедомового прибора учета тепла. Все 8 месяцев им начисляют одинаковую сумму. Счетчики у нас не стоят, то есть регулировать не могут. Вроде платите и платите. Радуйтесь, что у вас хотя бы так, что вы не больше платите. Вот так говорят. То есть по-человечески даже не разговаривают, не объясняют. Вроде живете и живите, радуйтесь, что у вас есть тепло. Так, жители многоэтажек, где нет приборов учета тепла, платят с 2015 года. В Госжилинспекции нам объяснили, все в рамках закона. Управляющая компания «Заречье» давно составила акт о технической невозможности установки общедомового прибора учета тепла в доме на Можайского. Он 56-го года постройки, и в нем не предусмотрен подвал, то есть места для счетчика нет. То, что говорят жители, что топилось всего 3 дня, а берут как за целый месяц, это немножечко неправильно.
просто все то тепло, которое по нормативу этим домом потребляется в течение года, разделили на 8 и равными долями в течение 8 месяцев в сентябре, октябре, ноябре, декабре, январе, феврале, марте и апреле будут выставляться собственникам. Раньше мы платили по 1/12 равными долями. Потом нам делали перерасчет или возврат средств по теплу. Потом мы перешли на оплату по 1/8, то есть чтобы летом не платить. В соответствии с этим 1/8 подразумевается именно оплата за 8 месяцев. А там, где есть прибор учета, с момента того, как ресурс подали, то есть 28-го, приказ 26-го сегодня вышел по теплу, 28-го выседали, 28-го начисления. Кому-то дали 1 октября, с 1-го. Специалисты говорят, общедомовые приборы учета тепла должны быть везде. Однако в домах, где нет подвалов, в общежитиях нет технической возможности их установки. Поэтому жителям придется платить по нормативу все 8 месяцев одинаковую сумму. У жителей с счетчиками сумма за тепло будет варьироваться. Своего пика она достигнет зимой. Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань, Пестричинский район. В Набережно-Челнинской БСМП впервые провели трансплантацию аорты. Нижнекамец попал в клинику в крайне тяжелом состоянии. У мужчины сильная одышка и в легких накопилась жидкость. Ситуация усугублялась тем, что у пациента было инфекционное поражение створок сердечных клапанов. Врачи поставили диагноз эндокардит. Было принято решение заменить часть аорты и аортальный клапан с помощью донорского гомографта. Трансплантат доставили из Санкт-Петербурга авиарейсом за день до хирургического вмешательства. Операция длилась 8 часов и прошла успешно. Пациент чувствует себя хорошо. При инфекции, при тяжелых инфекциях поражением клапанов сердца, искусственные клапаны не приживаются надолго. То есть инфекция может повториться. И здесь вот именно хорошо себя зарекомендовали именно человеческие графты. То есть эти вот части органов донорских, которые хранятся много лет. Когда тебе говорят, что еще процентное отношение жизни при операции 56-60%, как бы маленько это на душе не очень приятно становится. Благодарность всему хирургическому коллективу, составу Набережно-Челнинской больницы БСМП. Помогите сохранить наше право на сельский быт. Жители Малых Кабанов Лаишевского района выступили против многоэтажной жилой застройки. Услышат ли сельчан, читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня в Казани открылась международная выставка «Форум. Дорога-2022». Это крупнейшая в России дискуссионная площадка, которая объединяет авторитетных мировых экспертов и представителей дорожно-транспортного комплекса. На Казани-Экспо развернулась масштабная экспозиция. Здесь можно увидеть лучшие образцы дорожно-строительной техники, оборудование для путевого сервиса, новые формы уличного освещения. Всех участников приветствовал премьер Алексей Песошин. Он отметил, Татарстан реализует масштабные проекты, и все это для повышения качества жизни человека. Без развития сети автомобильных дорог невозможна реализация приоритетных национальных проектов в области сельского хозяйства, здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем. Наша общая задача заключается в том, чтобы наши дороги с каждым годом становились качественнее и безопаснее. И решать эти задачи мы должны вместе на всех стадиях, на этапах проектирования дорог, строительства и эксплуатации. Для участников форума подготовлена обширная деловая программа. За круглым столом участники обсуждают, как развивать дорожную инфраструктуру в условиях санкций, снизить смертность на трассах, развивать автотуризм и улучшать дорожный сервис. О первом дне форума Рамиль Галиуллин. До 32% погибших в ДТП могли остаться в живых, если бы своевременно получили экстренную и госпитальную медицинскую помощь. В фокусе внимания участников – снижение смертности на дорогах. Как отметили, часто причиной гибели в ДТП становится несвоевременное оповещение медиков и спасателей. Причина – плохо развитая сотовая связь на региональных и федеральных трассах. Другой фактор – удаленность экстренных служб от крупных магистралей. Нередко до мест ДТП им приходится добираться по несколько часов. Еще одна причина – неумение оказать первую помощь или равнодушие участников дорожного движения. Отсутствие необходимых навыков, неуверенность и боязнь ответственности за причинение вреда жизни и здоровью пострадавших в ДТП являются основными причинами неоказания первой помощи лицами, которые могли бы ее на самом деле на месте оказать.
С начала года в России на дорогах погибли почти 2500 человек. Это меньше на 8%, чем в 2021. Снизилось количество аварий и пострадавших в них. По словам экспертов, на это повлияло строительство и ремонт дорог, их освещение и разметки. Сейчас задача – разделить автопотоки на трассах. На сегодняшний день по сети федеральных автомобильных дорог около 12% имеют разделение встречных потоков. Если говорим про региональные межмуниципальные дороги, там вообще менее процента встречных транспортных потоков разделено. В Татарстане за последние 5 лет число погибших снизилось на четверть. Как отметил Рифкат Миниханов, аварийность на дорогах растет из-за отмены наказания за превышение средней скорости. Сегодня, какой бы мы ДТП серьезные не сталкиваемся, на спидометре там 160-180. Такое понятие вообще не было. То есть трасса плавно шла. Сегодня у всех навигаторов, у всех есть устройство, которое позволяет фиксировать прибор, который работает на мгновенной скорости. Ну и, соответственно, это как бы всем понятно, особенно сотрудникам госавтоинспекции. Наверное, что-то делают. Без обиды, я уже знаю, но для нас это боль. Потому что у нас просто аварийности. Об актуальности вопроса говорит и премьер Алексей Песошин. Я уверен, что меры, выработанные в ходе и сегодняшнего мероприятия, будут способствовать снижению количества погибших в результате ДТП, а все принятые решения в полном объеме будут реализованы во всех муниципальных образованиях. Лучшие региональные практики соберут, проанализируют и реализуют по всей стране. Форум продлится 3 дня. Деловая программа включает в себя несколько десятков мероприятий. Завершится форум «Дорога-2022» в пятницу пленарным заседанием на тему «Устойчивое развитие дорожного хозяйства в России». В нем примет участие и президент Татарстана. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В Казанском Кремле сегодня презентовали книгу о незаслуженно забытой второй ударной армии, которая героически пробивала блокаду Ленинграда. Для татарстанцев ее история памятна тем, что в ней сражался герой-поэт Муса Джалиль. Именно в составе второй ударной армии в битве за Волхов он раненым был взят в фашистский плен. История второй ударной армии раскрылась после начала строительства трассы М-11 Нева. Книгу о подвиге издала сама дорожная компания. Хотела бы сегодня презентовать свой труд. Книгу «Ушедшие в бессмертие. Памяти второй ударной армии». Долгие годы их клеймили, но справедливость восторжествовала. Авторы книги о второй ударной армии доказывают, они погибли героями. Как люди в болоте, там, по пояс в воде, находили силы, мужество защищать свою родину. Вторая ударная армия была сформирована в декабре 1941 года в Приволжье в составе русские, татары, башкиры, чуваши. Главной их целью был прорыв блокады Ленинграда, и именно здесь воевал Муса Джалиль. На место погибшего Всеволода Багрийского прислали уже достаточно состоявшегося поэта и журналиста Мусу Залилова, который впоследствии будет известен как Муса Джалиль, герой Советского Союза, автор сборника стихотворений «Моабитская тетрадь». Последним командующим армией стал генерал Власов, бросивший войско прямо на поле боя. Но на долгие годы клеймо предателей закрепилось и за ними. Об этом историки заявили уже после раскопок на месте строительства трассы. Когда мы поднимали останки солдат, было видно, что эти солдаты никого никогда не предавали. И даже когда Власов их уже предал, они остались без командарма. Рядом у многих лежали винтовки с примкнутыми штыками, и в магазинах не было ни одного патрона. Останки бойцов нашли у мясного бора, где ударная армия была окружена фашистскими войсками. Подняли 300 погибших солдат. Позже здесь установили мемориал, а сегодня в Казанском Кремле презентовали книгу. Ее издали при содействии Российского исторического общества. Вот буквально в ближайшие дни мы ожидаем еще открытия такой импровизированной выставки уличной. Выставка откроется 14 октября. Казанцы и гости столицы смогут увидеть фотографии из жизни тех, кто погиб, сражаясь за родину. Рамиль Шайдуллин, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань.
Бюджет останется социально ориентированным, сбалансированным и устойчивым. Комитет по бюджету, налогам и финансам Госсовета Республики сегодня рассмотрел в первом чтении проект бюджета Татарстана на следующий год и плановый период до 2025 года. Расходы превысят доходы. Доходы на следующий год предлагается утвердить в размере 333 миллиардов рублей, расходы 361 миллиард. Бюджет должен обеспечить бесперебойную работу татарстанской промышленности. Она продолжает занимать наибольший удельный вес в структуре экономики республики. Прогнозируемый дефицит, заявили в комитете, удастся минимизировать. Нормальные реакции и своевременно принятые меры нам позволят минимизировать те проблемы, те недополученные доходы, в текущем и в 2023 году, и окончание до текущего года. В следующем году республика сохранит объемы жилищного строительства. Реальные зарплаты татарстанцев должны вырасти на 2%, а негативный эффект от санкций должны будут сгладить предприятия. Максимальная численность безработных составит 15 тысяч человек. В республиканские и федеральные меры поддержки будут вовлекать самозанятых. Что касается выплат от государства, они сохранятся в полной мере по всей стране, заявили депутаты. Вместе с тем бюджет обеспечивает все необходимые социальные гарантии, которые сегодня предусмотрены законодательством Российской Федерации. Индексация пенсий, если мы говорим о страховой пенсии, была у нас в июле на 10%, и пенсии вновь с 1 января этого 2023 года повысится еще на 1000 рублей, что составляет 4,8%. Со всеми районными городами Министерства экономики нашей республики проводили встречи и практически со всеми районами внутри раскладывали, как у них, кто, например, сегодня платит, кто уходит, кто заново у них будет, и какой средняя зарплата в этом районе городах будет. Исходя из этого определяется фонд оплаты труда каждого района и процент роста на следующий год. Квадроцикл, снегоход, подарочные сертификаты, годовой запас топлива и главный приз – автомобиль. Эти и другие подарки разыгрывает ТФНК АЗС в рамках акции «Полный бак подарков». Первый этап розыгрыша провели сегодня. Подробнее в нашем репортаже. Студия располагается прямо на заправке ТФНК АЗС. В прямом эфире первый этап розыгрыша. Специальный гость студии – певица Лейна. Победителей акции «Полный бак подарков» определяли с помощью генератора случайных чисел. Разыгрывают сертификат в магазин электроники и бытовой техники на 50 тысяч рублей, годовой запас топлива на 100 тысяч и главный приз первого этапа – квадроцикл. Выбираем из 89 803 купонов Чтобы стать участником акции «Полный бак подарков», нужно заправляться в сети ТФНК АЗС с использованием карт «Альтернатива» или «Альтернатива такси», либо оплачивать топливо картой банка «Аверс». Зарегистрироваться на сайте акции, в личном кабинете указать код из чека, собирать купоны участника. Они выдаются за 50 литров топлива, причем заправиться можно частями. Купон участвует на всех этапах розыгрыша. Больше заявок, больше шансов на победу. Второй этап розыгрыша 14 декабря. Главный приз – автомобиль Kia Seltos разыграют в феврале следующего года. Приятная новость от наших юных коллег. Ведущая телеканала Шаян ТВ вышла в финал Российской национальной премии в области детского кино и телевидения «ТЭФИ Kids». Эта престижная награда учреждена в 2019-м. В этом году подано 143 работы. В тройку претендентов в номинации «Лучшая ведущая» вошла и наша 8-летняя Лейла Таишева. Она ведет программы «Вечерние сказки» и «Учим татарский». Телевизионную карьеру начала в 5 лет. Ее соперниками стали ведущие федерального канала «Карусель» Антон Зайцев, программа «Съедобная или несъедобная», и Оксана Федорова «Спокойной ночи, малыши». Торжественная церемония вручения статуэтки «Орфей» состоится 17 октября в Москве. А разве друзья считают, кто сколько пахнет? Selam dostlar. İslam'ın başkır kalık akiyatın çilisi kile. Emin, Rusçalık akiyatı deyim. Anı siz barınızda biləsiz. Jımırı kumeş turunda ol. 100 лет исполняется в этом году Казанскому театральному училищу. Это одно из старейших профессиональных учебных заведений в стране. Выпускники служат в театрах по всей России. Большую роль оно сыграло в развитии Татарского национального театра. Казанское театральное окончили Хаким Салимжанов, Галия Кайбецкая, Реза Ишмурат, Галия Булатова. К юбилею приурочили череду проектов и мероприятий. Так у училища появится свой логотип и фирменный стиль. В рамках студдесанта покажут курсовые и дипломные работы выпускников. Сейчас в училище обучаются 225 студентов.
Наши ребята, и вот как практика показывает, они себя находят не только в театре, но и в кино. Они пишут сценарии, они снимают мультфильмы. Мы, в общем, имеем мощный потенциал, и мы можем, конечно же, конкурировать с нашими столицами, и с Санкт-Петербургом, и с Москвой. Лично я просто в своих поездках по стране я встречал выпускников нашего училища как в Южно-Сахалинском театре, он называется Чехов-центр, так и в Калининграде. Челябинск, Магнитогорск, Москва, Питер, уж я не говорю, там Омск, еще где-то, ну то есть везде. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. До встречи. Здравствуйте! В студии Гульшат Гельмуллина. Холодный циклон продолжает управлять погодными процессами в Татарстане. Подробный прогноз после небольшой информации. Новая акция от Данил Мастер. 10% скидка на заказ любой корпусной мебели только до конца октября. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в четверг в Бугульме, Бавлах, Азнакаево пасмурная и дождливая погода будет наблюдаться в течение суток. Днем не больше 8 градусов тепла. Повсеместно пройдут дожди в набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Температура воздуха ночью около 8 тепла, а днем около 10 градусов. Облачно в Агрызе, Менделеевске, Актаныши. И здесь не обойдется без осадков. Днем около 10 градусов тепла. В Арске, Кукмаре, Балтаси облачность сохраняется, по прогнозу дожди разной интенсивности. Температура днем до 10 градусов со знаком плюс. Ветрено и дождливо будет в Болгаре, Доржаном, Буинске. Ожидается температура в дневное время не выше 10 градусов тепла. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше облачно и дождливо. Возможно усиление ветра, днем около 10 градусов выше нуля. В республику продолжает поступать холодный воздух, и в ближайшие сутки станет заметно прохладнее. Банк Аверс помогает бизнесу адаптироваться в новых условиях внешнеэкономической деятельности и предлагает бесплатное открытие расчетного счета и сниженную комиссию на международные переводы в турецких лирах, китайских юанях и казахстанских тенге. Банк Аверс помогает бизнесу адаптироваться к новым условиям внешнеэкономической деятельности. Банк расширил возможности по валютному обслуживанию клиентов. В рамках акции «Выгодный ВЭТ для бизнеса» Банк Аверс предлагает бесплатное открытие расчетного счета и сниженную комиссию на международные переводы. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. В Казани ожидается облачная погода, пройдут дожди. Ночью около 8 выше нуля, днем не выше 11 градусов тепла. Ветер северо-западный, умеренный до сильного. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха высокая, 94%. Магнитное поле Земли неустойчивое. Пожалуйста, берегите свое здоровье. До свидания.